в обозримом будущем воровской режим, созданный этим выходцем из спецслужб, практически сегодня может отстреливать каждого человека, который так или иначе опасен этому режиму. Немцов был лучшим из нас. Он был самым опасным оппонентом этого воровского, безбожного, коррумпированного режима. Поэтому он был отстрелян одним из первых. Хотя и до него убийства были. Убийства тоже по политическим мотивам Старовойтовой. Убийство Юшенкова. Журналистов я не называю. 2000 год, приход Путина. Домников из «Новой газеты» убит. Далее Юрий Щекочихин, и журналист, и политик, который смог найти, нащупать нити огромного воровства, ведущего к руководству Генпрокуратуры и ФСБ, был убит, потому что наворовано столько, что практически сегодня можно содержать практически новых фашистов, называемых себя НОД, Национально-освободительное движение, которые не стесняются и пишут в своих газетах о том, что нужно вернуть времена Сталина, когда боролись с врагами и вредителями, и такие же методы, какие использовал Сталин. Вот о чем тоскует, как говорится, вот этот НОД, созданный депутатом Государственной Думы Евгений Федоров. Да, правильно знаете, вот, у меня уже память все-таки, я без малого 70 лет живу на этом свете, я много знаю. Для тех, кто более-менее искушен в политической деятельности, наверное, согласятся со мной. Не зная человека лично, очень сложно оценить искренность его политической позиции. Только многие годы последовательно высказываемых суждений, либо вот личное знакомство. Я вот много видела Бориса Немцова, и даже лично его видела там, лет 20 назад. Но, честно говоря, я не совсем ему доверяла, потому что много политических деятелей, и многие из них оказываются представителями системной оппозиции. И, честно говоря, только когда его убили, я поняла, да, это был тот человек, который, видимо, был истинным правдолюбцем, истинным революционером в лучшем понимании этого слова. И я думаю, что таких, как я, достаточно много, для которых вот эта вот героическая гибель Немцова, она является тем самым орденом мужества, отваги. Если мы можем с таким ярким, так нагло справиться, то мы можем любого из вас свернуть бараний рог, уничтожить. Каким образом? То есть это называется террор. Просто политический террор со стороны режимов. Надо вещи называть своими именами. Поэтому мы пока будем вот так вот, каждый в своей собственной скорлупе, каждый в своей конуре, будем там, собственно, с такой вариться, режиму это на руку.